Зараз у Беларусі, ось як і наша сьогоднішня сустрэча, у многіх вёсках, гарадах, у школах, навчальных установах адбываюцца такія сустрэчы пад, як сказаць, якія аднолькавыя у нечым галоўным. Ось мы спрабуем падчас гэтых сустрэч, чым адметная наша беларуская культура, і мы самі беларусы. І таму ось у гэтым наборы паштовачак, якія з'явіліся з дапамогай компании «Будьмо белорусами». Ось и рассказывается про знакомитых людей Беларуси, про тех, что живут и зараз, что были ранее. И ось такие наборы я так собираюсь дарить. И слуцкие поясы тут так само есть. Шкода, что нема негрівського рушника, я думаю, что коли-нибудь будет. Шкода, что теперь таких костюмов, амаль что нема нигде в Беларуси. Ну, конечно, окромя негрівки, конечно. Да и то, если в таких костюмах люди теперь не ходят, на великий жаль. Я думаю, что многие из вас глядят передачу, не веду, негрівці кабельне телебачення, есть 25-й канал «Моя планета». Глядите вы такие передачи? Есть. Кто бача, кто не бача. Где журналисты российского телебачення мандрують по разных краинах. Сама сорочка складывается, получается, нижняя поставка, это низ сорочки. То, что верх, это чехлик. А вот уже чехлик, там рукава и воротничок, все остальное. Правильно назвала? Да. Вот это корсет, вот эта вот, часть. Да, вот это вот первая часть, спереди и сзади там колышки. А это, вот это вот горлячка, вот черненько с белым. Это занизки, бусы. А это занизки. А это кубок с лентами. Строчками. А вот на гэтай написано: не хочу жениться, а хочу учиться. И в образе Фросіні Полоцкай. Я замуж не вышла, а свое жыццё прысвяціла науцы. Но вот Фросіня Полоцкая, але ж вось возьми, коли ласка. Как разумненький рос, здоровенький и добрый человеком вырастал. Мало кто теперь рушники шьют, а вот шитьё. Я это так. Это у вас любимое дело. Да, для души. Отдушина, так сказать. Плохое настроение или где-то что-то. Все равно хочется вечером сесть хоть минут на 15, на полчаса, на час, хоть немножко подкать. Так. Трошки. Да. А кольки отрымливается трошки за вечер? Ну, ось рушника проткать. Ось ваш рушник, покажите, коли ласка. Ось я зараз возьму его. Вельми пригожий такий, так, і хочеться, щоб він був у домі і согравав своїм теплом. Бачите, це так само з котелками у вас рушник, со знаком, з таким небесним. Ну, кольки ви за вечер шитьё рушника, який кавалочек? При желании, хорошо, если сесть. Коли достроить. Да, при хорошем настроении можно половину конца наткать. Половина конца, да. За вечер, ну, 2-3 часа. За вечер. А другой раз сядешь, сделаешь, придется назад растыкать. Мысли в другую сторону настроены, и все, не получается. Сделаешь, глянешь, потом назад надо опять растыкать, опять по-новому. Надо настроиться, желание, да, и думать только об этом. Ну, когда начинаешь ткать, да, позитивно настрой, и все получится. Ой, какие... Наше вот это негрівське ткачество предложили демонстрировать на ВДНХ в Москве. И вот эти, я помню, мы с Драко, тем директором, я уже тогда работала заучем, да, это уже 80-е годы были. Значит, мы с ней ездили в Минск, с собой поехали на поезде в Минск, с собой повезли целую сумку вот таких вот рушников. Вот, и мы пошли, нашли это Макаенко, улицу 8, пришли в этот центр, ну и там эти все методисты, когда увидели вот эти, мы выложили все свои рушники, правда, честно сказав, что мы на них глядеть уже не могли, потому что мы уже устали, ходивши по Минску, вот, а они, помню, как всегда, ой,
Якая веселка, якая пригожость, якая веселка. Там все охали-ахали. И дело в том, что там сфотографировали эти рушники, и они в Минске делали нам альбом. Вот в школе у нас есть большой такой альбом. Вот этот альбом мы представляли в ВДНХ, в Москву возили. Може, хто ведає пригожий вірш, у яким є слово «зорка» або «сонце»? Коли ласка. Зорка Венера зашла над землею, светлые сказки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою? Зорка Венера взошла. Все, дальше не помню. Як мары, белые березы, под синевой ночной стоять, в небе зорки от морозу, похолодневшие дрожать. Переводный месяц, стуль на поле, прозрыстый светлый столб спустил, и ризы сребреной раздолье снегов синеющих покрыл. Взрывайте же их санями кони, звени веселую полную медь. По полу летут бары и гони, в грудях почала крол кипеть. Пригоже життя було таке ярке, як цей вірш. Як ти добре прочитав цей вірш. Візьми коляску, народочок. Ось. Це Неглюбський червоний кут з сеном. Поглядите, на кутю. Такий ось димок одной же був зроблений в Неглюбці, де стоїть на куті, стоїть кашка в горшочку і на сені стоїть. І ось рушники, які оберігають дом. Вірш присвячений Неглюбським рушникам. Я його прочитаю. От Бога даденого удар, жанчинам Неглюбки спрадвеку, ткать рушники, сплетать узор на радость сердцу человека. Осветленный рушник росой, чистюткой, и як сама зорница, его чаровную красой, и сёння увесь свет дивится. А узоры полымем горать, ниби зара на чистом небе. Тут думки вечные сплелись об счастье, мире и об хлебе. Рушник постелить молодым, коли стоять в церкве пред Богом, каб ён на долгие годы суместно вел в житті дороги. Кожная полоса на Неглюбскім тканим рушнику називається храсти. Ось, наприклад, гэта храсты, і гэта храсты, гэта, і далей храсты. А гэта ось храсты сердовые, тому что гэты узор размешаны посередине узорного конца рушника. Неглюбскія рушники адметныя тым, што вельмі часта, амаль што заўсёды на іх бываюць ось такія колодки. Такие вот широкие полосы называются колодки. И поміж ими такие дробненькие узоры, которые мають назви собачки, царышки, яблочки, будочки. Узор, який зоветься кривуля. На центральном, на середовым узоры мы бачим жалудзі, такі ось узор. Ну і вельмі часто на неглюбскіх рушниках обов'язково ёсць центральная полоса, а вакол яе полосы, хвалістыя полосы, як на гэтым рушнику. Рушники многие неглюбские, яны бело-чырвоныя. Старые рушники неглюбские, пазнейшие рушники, вытканыя в 1960-х, 70-х годах, яны вельмі разнакаляровыя такія. Ось вы тут самі бачылі, якія колеры бываюць, і гарачы, і галны, і кураняткамі, свае назвы ў неглюбчанак. Але ж ось любы рушник у неглюбскай традыцыі пачынаецца белым колерам. Белы колер – гэта колер сусвету, колер космосу, ўсяго неспазнанага. А чырвоны канец рушника, ось гэта узорны канец, гэта як быццам бы вобраз жыцця чалавечага. Якой праз некаторы момант пераходзіць у нешта іншае. Такія знакі, якія на сярэдзіне рушника бываюць, ну ось не на гэтым, на іншых, часто называют цярэшкі, это символ души, ось якая ў іншым стане, у іншым в образе оказывается, у іншым свеце. Рушник – гэта магічная тканіна, якая дапамагае наладзіць жыццё чалавеку, у яго родзе, у яго сям'і, у яго будучыні, стварае будучыню. І рушнікі аберагаюць заўсёды дом чалавека ад усяго ліхога. І ў гэтым свеце, і ў тым таксама рушнік, вось мы сёння былі на могілках у Лядзе, вісяць паміж тым светам і гэтым. Ёсць такая даўняя
даўні аповед запісаны у нас у Веткаўскім раёне пра тое, што калісьці быў такі час, што жывыя маглі бачыць мёртвых, а мёртвыя маглі бачыць жывых. Але ж вялікі гармідар быў у свеце, і Бог зрабіў так, што жывыя перасталі бачыць мёртвых, а вось мёртвыя бачаць наш свет. І у Неглібцы аднойчы сказалі: рушнік павесь на крыж. Гэта рушнік на крыжы, гэта дорога у неба. Ось так одна жанчына сказала. Дорога у неба, у іншы свет. І ось так рушнік злучае той свет і наш свет.